Я хотел бы всех поздравить с праздником, с нашим государственным, с Днем России. Мы, исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске, ежегодно в этот день проводим самые разнообразные мероприятия. Мы выпустили книгу «Тайны якутских фамилий» камчатского автора. Это, собственно, казацкие фамилии, которые шли навстречу солнцу, вот, еще с 18 века, и которые сегодня широко распространены в Якутии и дошли до Камчатки, до Русской Америки, Охотского края, ну и, как говорится, до всех дальних рубежей нашей России. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин, и со мной книга «Тайны якутских фамилий». Автор этой книги Сергей Вахрин, он из Камчатки. Мы с ним связались по видеоконференц-связи, он немного расскажет об этой книге. Здесь вот мы на Камчатке столкнулись с таким вот вопросом, когда касались событий Петропавловской обороны 1854 года и даже событий русско-японской войны 1904-1905 года, когда камчатцы отстояли свою землю. Так вот, современные жители Камчатки не связывали себя, будучи потомками, не связывали себя со своими родственниками прежними. Мы восстановили полностью все эти имена, мы восстановили полностью поколенные росписи, и на сегодняшний день огромное количество людей это признало, не просто признало, а, в общем-то, и гордятся тем, что они являются потомками героев обороны Камчатки. Дело-то в том, что я начинал со своей родины, с Камчатки, и занимался историей камчатских родов. Так вот, камчатские фамилии, коренные фамилии, я имею в виду коренных жителей, они появились так же, как у якутов в результате православия, в результате того, что при крещении получали фамилии. А кто такие были камчатские казаки? Это были якутские казаки, которые пришли из Якутии. Дело-то в том, что такое Якутия в 17 веке? Это огромнейшее территориальное пространство на юге до Амура, вспомните походы Пояркова, Хабарова, на севере до Чукотки, Дежнев, Камчатка, Атласов. А кто были эти люди? Кто такой Дежнев, кто такой Хабаров, кто такой Поярков? Это люди служили, находились на службе у якутского воеводства. Постепенно народ оседал, появлялись первые поселенцы. Дорог не было, был Якутск. А дальше еще не было Дальнего Востока, правильно же? Правильно говорю, да? Тут не было понятия Дальнего Востока. Да. Границы определялись как раз якутскими казаками. Они продвигали эти границы со своими походами. Ткали какую-то регу по Тычу, по Гычу, которая стала Анадырем. Там оказался вот Дежнев. На Камчатке оно не закреплялось, это понятие, пока Атласов не пришел и не сказал, что это земля русского владения. Пока ножками не протопали наши казаки, эта территория российская не стала. Ну и, соответственно, вот породнившись с местным населением, развивая православие, вот эти фамилии начали продвигаться уже и среди коренного населения. Сардана Ильинична Бояркова, директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Академии наук. Наверное, 1632 год действительно можно вполне обоснованно считать началом присоединения всего Дальнего Востока. Тогда же были не просто открыты земли, которые лежали там на Амуре, да, на Камчатке. Тогда были построены именно там остроги, поселение и постоянно русское население там было заселено. То есть это как бы показывало, что действительно это уже территория России. И, наверное, сейчас это очень важно, что здесь, вот на этих дальневосточных рубежах, Россия, в принципе, обосновалась еще в 17 веке. Другое дело, что вот с юга потом пришлось уйти в соответствии с Нерчинским договором до середины XIX века. Но на самом деле все-таки, наверное, отчет истории присоединения или освоения только надо вести середины XVII века. Главное, что тогда и формировалось, наверное, наше общество, наш многонациональный российский народ, благодаря которому и, в принципе, и наша страна, Россия, и появилась. Не русское государство, не Русь.
московское государство, а именно Россия, российское государство. Вот ядром якутских фамилий, вот первых якутских фамилий, была группа казаков, которая прибыла вместе с первым якутским воеводом Петром Петровичем Головиным. Это было 225 человек из Тобольска, 50 человек из Березова и 100 человек из Енисейска. Вот они, в принципе, и стали первыми якутскими казаками. Тобольские казаки недолго продержались. Часть осталась, вот, допустим, Скребыкины или Скрыбыкины, как у вас, да, есть такой вариант. Они остались, и, в принципе, фамилия продолжается по сегодняшний день. Вот фамилия, допустим, Дурыниных, у вас она была, но ушла на Камчатку. Там она закрепилась, а после Петропавловской обороны 1854 года перешла уже в Преамуре. Такое движение, круговорот фамилий в природе существовал и существует по сегодняшний день. Посмотрев работы Сергея Ивановича, я по-хорошему поразилась, да, насколько скрупулезно он работает. Написано не ученым, а краеведом, но все необходимые такие научные выкладки соблюдены. То есть ссылается на документ, указание, архив, фонд, опись дела, лист. Вся эта, вот, как мы говорим, научно-справочный аппарат здесь соблюден. Эта книга, конечно, она не научная, она написана для широкого читателя. Почему она очень важна для нашей республики? Ну, не секрет, что Якутия, наверное, является одним из лидеров, хотя, в принципе, это в целом по России такое общее явление последних лет. Очень многие сейчас занимаются генеалогиями своими, родословными. Организуются целые общества, у нашей республики тоже много. И вот подобная книга, она очень была бы востребована в Якутии. Именно прежде всего для тех, кто интересуется историей своего рода. Эта книга еще ценна тем, что здесь содержатся именно отсылки к материалам, которые хранятся в Москве, Санкт-Петербурге. Кроме того, он взял уже просто, видимо, из книги памяти участники Великой Отечественной войны. Это у него как такое дополнительное приложение, видимо. А так, в основном, конечно же, очень подробно здесь даются ссылки. Вот начальные, когда вот кто первопредок, скажем так, наших фамилий Якутии. Только в историческом парке «Россия. Моя история» вы можете приобрести книгу «Тайны якутских фамилий». В ней вы найдете различные версии происхождения своей фамилии и увлекательные рассказы об их носителях, которые внесли значительный вклад в историю и развитие Якутии и России. Здесь за моей спиной происходил исторический фестиваль. Мероприятие, организуемое Якутским парком «Россия. Моя история», которая призвана в одном месте собрать максимум истории. От средних веков до нового времени. От средневековых рыцарей до воинов Красной Армии, которые ходят за моей спиной. Реконструкция осадных орудий, стрельбы из луков, арбалетов, мечевых боев, создание витражей, создание собственных гербов и другие активности. Во-первых, это инклюзивный проект. Это цель того, чтобы социальная адаптация была у людей незрячих, чтобы музеи стали доступными. Мы сделали симбиоз тифлокомментарии, фотографии и вот тактильные экспонаты. Объединили это все темой старинные ремесла. Уледи называется уледи. Отрывки, фрагменты этой обуви нашли во время раскопок в городе Якутске. По схемам из других музеев восстановили копию. Очень многофункциональный сосуд, в том числе и светильник. Также использовали его в древности для окуривания помещения и нагревания детского молока. Башня показывает ремесло как плотник, строительство. Да? Конечно, это символ нашего города. Посетители незрячие, они и сказали, что именно потрогав вот этот экспонат, теперь у них появилось в голове представление, что из себя представляет острог.
Наш клуб существует уже 2 года. Клуб называется «Хотой». Так, у нас здесь сейчас основной состав действующий, кто ходит в клуб, около 30 человек, из которых 1 мастер спорта, 4 кандидата мастера спорта и десятки перворазрядников. Ну вот, за 2 года они пришли вообще, ничего не знали об луке. И вот за 2 года, некоторые за пару месяцев уже заняли вот такие разряды. Наш клуб всегда открыт для новых, кто хочет научиться стрелять, попадать в мишени. Так, все замечательно. Это мой первый исторический фестиваль. Исфест вперед! Спасибо всем, кто пришел, но огромнейшее спасибо тем, кто пришел в костюм, чтобы напитать наше мероприятие неповторимой атмосферой. Для них будет проведен отдельный конкурс костюмов. Прошлый Исфест был такой более простенький. В этом году он красивее гораздо. И вот даже осадных машин прибавилось, не 1, а 2. И поэтому на будущий год наверняка будет еще больше, еще круче. Его необходимо расширять. Вот в данный момент здесь собрались конкретно любители этого дела. Каждый со своей эпохой. Да, ну вообще ништяк тут, крутяк, все супер. Мы постреляли из арбалета. Да. Как называется это? Катапульта. Требушет, да. Ну, в общем, очень круто, да. Достаточно. Ну, не знаю, насколько исторично, но, в принципе, вообще прикольно тут. Я пришел в костюме крестоносца и решил участвовать в конкурсе. И я победил. Мне здесь, в общем, очень понравилось. В общем, прикольно. Отлично. Очень интересно. Это класс. Исторический парк продолжает работать все лето. Приходите, мы вас ждем. Парк приглашает к сотрудничеству. Мы предлагаем удобные и вместительные помещения, идеально подходящие для мероприятий до 200 человек, с созданием уникальной атмосферы для вашего события. Участникам мероприятия парк предлагает увлекательную экскурсию по своим экспозициям и погрузиться в богатую историю России.